Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на месяц июль. Давайте посмотрим, что ждет вас в июле, какие судьбоносные события, перемены войдут в вашу жизнь. Загадайте на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ваш июль. Какая-то двойная чаша. И эта чаша, и одна, и другая, эти чаши как будто бы с горкой. Видите? Вода, конечно, с горкой не бывает, но здесь нам конкретно подчеркивают, что каких-то два супер благостных события случится в июле, которые, как эти чаши с горочкой, да, с добавочкой мне идет. Чаша — это потрясающие эмоции, эмоции счастья, любви, получения, свершения, достижения. И вот вы, как такой небольшой человечек, думаете: ой, какие огромные чаши, как же мне все это пить? А я вам скажу как: с удовольствием, с радостью пейте. Вы эти чаши заслужили. И еще сразу идет предупреждение о том, что вы действительно чем-то будете обладать, что-то получите, что-то поменяется к лучшему. И на вашем пороге появятся, видите, вот такие вот пиявки. Их будет несколько. И эти пиявки, они прям, как, знаете, у них чуйка, либо по нюху пойдут. И начнут прям просить: дай мне, помоги мне, сделай для меня, одолжи мне. Да, вот разные могут быть просьбы. И вам сразу говорят, что этих людей нужно отсекать, этих людей нужно прогонять, потому что эти люди, они паразиты. И они ваше добро просто вот по кусочку разберут, растащат, и вам ничего не останется. Здесь конкретно к вам обращаются и просят вас наконец-таки быть более дальновидным человеком, и хватит разбазаривать то, что к вам идет. К вам это все приходит, потому что вы это заработали, заслужили. Вы достойный человек, который действительно должен получать лучшее. А вот эти пиявки, они уже, видно, прикормленные, либо постоянно привыкли паразитировать на вас, они вот прям дежурят, да, и следят, когда вы там что добудете, получите, заработаете, чтобы прям бежать, накинуться и расхватать. Да, эти чаши для вас. Одна чаша прям огромная, другая чуть поменьше, одна над другой стоит. И эти чаши несут вам радость, получение, достижение, результаты. Дальше, мои хорошие, какое-то незабываемое событие произойдет, которое никто не ждет. На разных людей это событие тоже повлияет по-разному. Некоторые люди буквально от испуга голову суют в песок, да, как эти страусы пресловутые. А другие люди радуются этому событию. Такие: о, счастье, радость, это так красиво, нам это нравится. Мы прям испытываем самые невероятные позитивные эмоции. Вот какое-то такое необычное событие. С левой стороны, в принципе, может быть что угодно. Но одни люди испугаются и спрячутся, а другие, наоборот, выйдут и порадуются. Вот прям как удовольствие получат. Дальше, с правой стороны показывают семена, которые наконец-таки начинают прорастать. Семена, они еще очень маленькие, эти проросточки, да, зато корни у них, видите, какие длинные. Эти семена вы посеяли когда-то очень-очень сильно давно. И эти семена в земле, в почве пролежали бесконечно долго. И только сейчас они начинают прорастать.
Это очень такой тонкий момент, который нельзя пропустить. И вот как раз-таки сейчас нужно ухаживать за этими семенами, за этими, вернее, проростками семян. И делать это нужно индивидуально и самостоятельно. Никого не подпускайте, никому не доверяйте эти первые результаты своих трудов, своей работы. Чужой человек не будет как нянчиться, да, чужой человек просто, вот знаете, как тяп-ляп сделает, либо вообще там все вам загубит. А нужно самостоятельно. То есть нагрузка на вас ляжет гораздо больше, чем есть в сегодняшнем дне. Но вам стоит потерпеть, потому что эти семена, они будут крепнуть, расти, пока не превратятся в настоящие растения. Вот тогда вы и с лихвой себе все скомпенсируете. А сейчас чужих людей не подпускайте, не доверяйте. Даже не чужих, своих не подпускайте, потому что если это не вы, то человек не будет очень бережно относиться. Дальше показывают прекрасного лебедя, который расправил крылья. Видите, одно крыло, второе — это лебедь, шея длинная. Лебедям обычно показывают, что любовь, верность верного человека, влюбленного человека, либо состояние влюбленности в целом, да, между людьми. То, что крылья расставил, так это всеобъемлющая любовь, да, любовь, в которой нет границ и рамок. Смотрите, возможно, вы уже влюблены, но, к сожалению, из-за каких-то там событий, причин вы не можете быть вместе. Вот ваш любимый человек найдет лазейку, найдет возможность и свою любовь вам докажет тем, что он приедет, там, появится, объявится, с вами точно свяжется. Больше, наверное, про свидание речь идет, да, возможность повзаимодействовать. Если вы ни в кого не влюблены, ни о ком не думаете, не мечтаете и на уме не содержите, то в июле вы точно влюбитесь. Причем влюбитесь взаимно. Взаимно, понимаете? Тут не так, что вот мне понравился человек, и я за ним наблюдаю. Нет, здесь уже конкретно и ухаживание, и признание. То есть какой-то очень быстрый, скоротечный роман, причем очень взаимный, очень честный. И вот прям, ключевое — это то, что верность, да, потому что лебедь — это птица верная, они как однолюбы, да, эти птицы, они создают пару раз и на всю жизнь. Так, еще показывают, что вы от чего-то не отступитесь. Может быть, это какое-то дело, какая-то ситуация, вам могут угрожать, вас могут ругать, вам могут предлагать что-то взамен. А вы проявите принципиальность и точно не ошибетесь. Потому что люди, как правдами, неправдами, пытаются вас отогнать от чего-то ценного, полезного и очень перспективного для вас. А вы это как будто бы сердцем чувствуете, да, головой объяснить не можете, умом объяснить не можете, но сердцем чувствуете. И вы буквально вот как вгрызаетесь в это дело, либо в эту ситуацию и говорите: нет, только лишь вынести вы меня сможете, я не отступлюсь, я не сдамся. Хотя, в принципе, соблазн таки будет, да? Ушлые люди умеют соблазнить, но вы все сделаете правильно. Дальше. Какой-то свой страх переборете. Страх. Страх вас немножко заземлял, и страх буквально, как, знаете, липучий такой, да, липкий, приклеивал ноги к земле, к поверхности, да, и вы бы и хотели сделать шаг, но из-за страха липучего вы ничего поделать не могли. Ноги как приросли мне, идет как этим суперклеем, да, либо этот клей, жидкие гвозди. Но, видите, это работа между вами и вами. Вы сами себя буквально уговариваете, исцеляете, не бояться. Хотя бы вот как-то договариваетесь: давай попробуем, да? Сами себе говорите: давай просто попробуем. И вот как только вы сделаете этот первый шаг, как только вы попробуете, вы сразу поймете, что на самом деле-то бояться нечего было, что это не так сложно, что это вообще не сложно, что это даже интересно, что переживания ваши были абсолютно пустые, да, ни на какой базе не стояли. Может, вы кому-то поверили, может, вы сами себя на что-то накрутили. Но страх точно уйдет.
Страх, который парализовывал и не давал двигаться вперед. Я вам скажу, это очень сильный знак. Возможно, сейчас вы услышали и думаете, ерунда какая-то. А на самом деле, когда вы это все проживете, вы поймете, о чем речь шла. Дальше показывают, что будет выбор. Причем выбор между несоразмерными вещами. Ну, допустим, да, выбор между работой и личной жизнью, выбор между каким-то подарком и какой-то поездкой, понимаете, несоразмерные вещи. И очень сложно будет выбирать, прям драматично сложно, но с другой стороны, я вижу, что выбор вы будете делать правильно, с мучениями, конечно, ну куда без этого, да, но правильный выбор будете делать. И да, вам будут помогать ваши ангелы-хранители, направляя вам нужные и важные знаки, либо давая вам какие-то мелкие подсказочки, может даже во снах вам будет что-то сниться. Ну, придется, мои ребятки, сделать вам выбор. Без помощи вы точно не останетесь, выбор будет сложным, драматичным, но вы сделаете правильный выбор. Дальше. Вижу, что вы с кем-то за корону поборетесь, причем поборетесь играючи. Для вас это какое-то развлечение, какой-то челлендж, квест. И вы так думаете, ну не сильно надо, просто попробую, да, подразню этого человека. А человек, с кем вы боретесь, прям на полную выкладывается и выгорает. То есть буквально вы этого человека доведете до полного тотального выгорания. Нет, вы этого не желаете. Для вас это такое несерьезное. Вам это, может, и корона и даром не нужна. Просто скучно, да, либо интересно. Человек, которого вы рассматривали как серьезную фигуру, окажется, ну, какой-то прям пешкой. Это никто, это пешка. И вы такая думаете, ничего себе, да, либо такой думаете, ничего себе. А ведь раздул из себя чуть ли не короля, да, оказался пешкой, либо оказалась пешкой. Играючи корону отберете, либо корону выиграете. И знаете, вы как-то к ней относитесь не очень серьезно, да, вот как на пальце так вот ее крутите, ну, типа трофей, но не сильно надо, да. Но вас призывают все-таки корону эту примерить, потому что эта корона вам идеально подходит. Вообще эта корона как будто бы под вас была сделана. И то, что вы так легко победили, и то, что вам так легко эта корона досталась, это ведь не от того, что состязание было лайтовым, легким, а от того, что у вас силы много, от того, что вы гораздо сильнее, чем сами о себе думаете. Ну и также это вам было по судьбе, конечно, это было вам по судьбе. Дальше, мои милые, у кого-то явно решается вопрос с работой, но я не могу сказать, что это прям работа как работа. Скорее вопрос денег решается, да? Возможно, у вас какое-то затруднительное материальное положение, которое вас совершенно не устраивало, и вы искали работу. Может быть, работу вы как таковую не найдете, но вы найдете классный источник заработка. Либо это какая-то подработка, которая вам идеально подойдет. Если честно, не совсем то, что вы бы хотели для себя, но это тоже неплохо. Это живые деньги, это хорошие деньги, неплохие, почему бы и нет. А вот если вы хотите конкретно устроиться на работу, ну, официально, как полагается, будет какой-то вариант, но там либо зарплата не подойдет, либо коллектив вам не понравится. Посмотрите и скажете, господи, ну люди конченые, как с ними работать? Либо ездить на другой конец города за 3 копейки, ну нет, уволите, точно не буду. Ну что это? Это ни о чем. Это просто убивать свою жизнь, тратить свое время, чтобы оплатить себе, там, не знаю, миску каши. Но это прям нет, это не вариант. И еще кто-то из вас начнет общаться с человеком, который пусть не в июне, но скорее в августе может вас конкретно уже пригласить на хорошую работу. Ну, что значит общаться? Это может быть какой-то знакомый, да, который скажет, что вот в нашу компанию будет требоваться сотрудник. Может быть, это конкретно уже там HR-компании, который
проводит там интервью, подбирает персонал. То есть вы сходите там, может, под конец месяца на интервью, да, на собеседование, очень произведете яркое впечатление и станете самой сильной кандидатурой, претендентом на должность, да, на вакансию. То есть в самом июле я не вижу, а то, что может быть в августе, да, это более вероятно. Но, по крайней мере, впечатление вы производите именно в июле, а сама работа приходит в августе. Так, для кого-то полмесяца прям развлечение, отдых, вы как такая легкая бабочка, порхаете. Да, это все про отдых, это все про отпуск. Возможно, у вас уже все к этому готово, куплены билеты, оплачен тур, либо вы едете к родственникам и готовитесь к тому, чтобы отдыхать, ничего не делать и легко проживать дни. С левой стороны будет гораздо интереснее, гораздо легче, и отдохнете вы гораздо круче, чем было задумано. Вот серьезно, у вас бабочки именно с левой стороны, с огромными крыльями. Возможно, даже как-то дольше удастся отдохнуть, либо растянется как-то время для отдыха, для отпуска. Но тут будет хорошо. Единственное, о чем хочется вас предупредить, судя по этой отсыпке, о том, что очень много каких-то заторов, преград на дорогах. Я не понимаю до конца, что это значит. Это могут быть и какие-то проблемы с движением, поездками, передвижением, проблемы там с ремонтом дорог могут быть, проблемы, может быть, еще и с транспортом могут быть. Но вот это прям немножко омрачает ваше состояние. Но опять же, куда деваться? Да? Это жизнь, в жизни все бывает. Это же не конкретно против вас. Я так понимаю, что не только вы с таким столкнетесь, но и другие люди. Вот это да, это проблематично выглядит. И еще хочу вас предупредить по поводу качества воды. Не могу вам до конца четко сказать качество питьевой воды, либо вода, в которой вы там будете купаться, будь то бассейн, будь то побережье, будь то озеро, либо река какая-то. В общем, за этим нужно следить, проверять информацию, из достоверных источников брать информацию, чтобы потом не было каких-то, может быть, там высыпаний, либо реакций. Ну, мало ли, знаете, береженого Бог бережет, да? И да, в каких-то неизвестных местах тоже воздержитесь от купания, потому что, ну, мало ли там что под водой находится, да, либо, может быть, там вода, опять же, некачественная, либо с какими-то химикатами, не дай бог, либо она там просто как этот сборник с микроорганизмами, да, либо как энциклопедия, да, по микроорганизмам. Люди очень часто про это забывают, но вот именно про воду предупреждают. Но опять же, следите за тем, что вы пьете и сколько вы пьете, да. Нужно в летнее время больше водички пить, и желательно, чтобы это была чистая вода, да. Люди, которые любят воду с родников всяких пить, тоже, пожалуйста, будьте аккуратней и не ленитесь, кипятите. По крайней мере, это хоть какая-то защита, мало ли там что было, что в том роднике находится, либо случилось. Так, по поводу еще предостережений. Копите деньги, собирайте деньги. Желательно вам хотя бы вот по копеечке откладывать. Это не только на июль. Это, в принципе, такое пожелание для вас. Просьба, пожелание, предупреждение. Хоть по чуть-чуть, хоть по крошечке, да, вот откладывай, откладывай. Когда-нибудь придет такое время, когда сам себе, сама себе спасибо скажешь, что денежка была отложена. Даже, ну вот, сколько вы можете отложить? Там несколько монет, несколько купюр. Не важен номинал. Важно, что вы должны это делать как-то регулярно. Вот вижу, что вам это пригодится. И вы сами себе спасибо скажете за то, что вот были дальновидны и какую-то даже небольшую сумму денег вы отложили. Вот это важно. Так, еще какое-то праздничное мероприятие показывают. Мероприятие, где будут и свои люди, и чужие.
Ну, свои это, скорее всего, какие-то знакомые, а чужие это незнакомые, либо малознакомые люди. Так вот, на этом мероприятии я вижу, что вы ну, как-то рассмотрите людей, либо люди раскроются. Ну, может, там выпьют и начнут раскрываться, да, говорить то, что они на уме держат. И окажется, что малознакомые, либо незнакомые люди гораздо ближе и добрее, чем те, кого вы давно знаете. Но это какое-то, знаете, как показательное мне идет мероприятие, где алкоголь развязывает языки людям. И люди, значит, вот начинают болтать почем зря, раскрывая свои истинные мысли, намерения, планы, желания, отношения, да. Немножечко вот оскомина идет, вы скажете, да как же так, да? Да как такое может быть? Ну, бывает, к сожалению, бывает. Дальше. Показано, что у вас будет две возможности реализовать задуманное. Как два шанса, две возможности. Вы о чем-то думаете, вы что-то задумали, либо задумаете, но вы, скорее всего, не в одиночку будете действовать, либо вы поймете, что в одиночку тяжело, нужен кто-то еще. Вот я вижу, что на двоих точно получится. В одиночку будет тяжело, либо поэтому и две попытки. Вы раз попробуете, скажете, ой, нет, не тяну, а потом кого-то позовете, попросите помочь, и тогда уже все получится. Смотрите, иногда, да, вам нужны партнеры, напарники нужны. Нужен человек, который подстрахует, который свою какую-то лепту внесет. Это нормально. Это нормально. Если что-то не получается с первого раза, это ни о чем не говорит. Нужно пробовать, пока не получится. И да, не стесняйтесь кого-то звать, приглашать, либо просить о помощи. Это тоже очень важно. Еще такой удивительный знак показали. Вот козел сидит на попе. И вот знаете, в стойке зайка. Вот собак обычно дрессируют, да? Стойка зайка называется. Передние лапки подняты, сложенные, а получается на попе сидит. А у вас козел почему-то сидит. Я вот все смотрю на него, не могу понять, что за козел такой и почему он такой дрессированный. Либо он готов служить, либо он на все согласен, либо он что, какую-то клятву вам дает. Услужливый какой-то козел. Но вы ему не верите и правильно делаете. Каким козел был, таким и остался. Да? Рога при нем, характер противный при нем, поэтому пусть вас не обманет его вот эта услужливость, да, либо желание служить. Но вы очень хорошо в людях разбираетесь. Очень хорошо. Вас очень сложно обмануть, либо провести. Это прям очень сильно надо постараться. И то, это как ходить по тонкой грани. Так, еще из необычного кактус показан. Кактус, который буквально ощетинился. И кактус, который добра не помнит, либо как неблагодарный какой-то, да. Вы этот кактус там поливали, наверное, ухаживали как-то за ним. Пытались, не знаю, как-то улучшить для этого кактуса условия. Ну вот каким был колючим, таким и остался. Тут, скорее всего, именно суть в природе этого кактуса. Вот он изначально колючий. Даже если бы хотел быть не колючим, не получится. К сожалению, эти иголочки не сбросит, не сбреет. Просто вы, наверное, уже как-то по-другому будете относиться к этому кактусу. У вас не будет к нему претензий, ну и не будет каких-то особых ожиданий. Про неблагодарность сказала. Была такая мысль, возможно, вы рассчитывали, что человек перестанет вас колоть, да, оценит вашу доброту, ваше внимание, ваше участие и перестанет вас колоть. Но, к сожалению, природа такая, да, может, и хотел бы, но не может. Колючки уже на нем выросли. Их никуда не деть. Просто никуда не деть. У вас отношение поменяется, да. Меньше будете надеяться, меньше будете ждать. И просто примите этот кактус вот как оно есть. Вот он колючий и все. Это не моя вина, не его вина. Вот так исторически либо природой заложено. Да? Вот как-то так у вас идет. Дальше показывают обезьяну без хвоста. Идет такая понурая, грустная, уставшая, хвост несет в руках. А я даже скажу, что случилось с хвостом. Рыба
за хвост потянула, и хвост оторвался. Обезьяны. Обезьяна достаточно скандальный такой знак. Ничего хорошего он не предвещает, либо никого хорошего не показывает. Обезьяны – это хулиганы. Это люди, которые вот могут делать назло специально, вредители, те, которые там пытаются вашим воспользоваться, да. Видно, кто-то попытается, но попытка будет крайне неудачной и очень плачевно закончится. Обезьяна без хвоста, ну, хвост у нее это как дополнительная конечность, да, они же там хвостами цепляются. Плохо, очень плохо. Травма, возможно, какая-то будет, либо человек потеряет часть своих способностей и ресурсов. Это поможет обезьяне немножечко обрести, скажем так, больше сходства с человеком, да, поумнеть. Но не до конца, потому что обезьяна и останется. Процесс эволюции, да, он, наверное, гораздо больше требует и времени, и каких-то других изменений. Но обезьяна без хвоста, все спокойно, безопасно, и больше она не полезет. А рыба прям, да, большая рыба практически откусила, либо оторвала этот хвост. Возможно, даже эта обезьяна будет искать у вас сочувствие, что типа вот смотри, у меня теперь нет хвоста, я такая несчастная. Но нет, вы не будете жалеть, потому что вы понимаете, кто такая обезьяна, и что сама либо сам виноват в своих этих злоключениях, да? Что это хороший урок, чтобы неповадно было в будущем. Дальше у вас показан знак удачи. Причем он у вас показан именно под новой луной. Посмотрите, пожалуйста, в лунном календарике, когда у нас начнется новолуние. Возможно, в первый день новолуния у вас такие удачи придет. Причем удача с правой стороны и в каком-то прям таком глобальном масштабе. Повезет, так повезет. Вы сами себя назовете счастливицей, везунчиком, ну, как вам нравится, да. Вот он месяц, вот он клевер. Ну, новолуние, если память мне не изменяет, где-то то ли 14, то ли 15. 14, скорее всего. В день новолуния, ну, либо на следующий день новолуния, большая удача войдет в вашу жизнь. Да такая, что вы прям ахнете, скажете: о, вот это нравится, вот это принимаю. А еще этот день каким-то поворотным станет, разворотным, поворотным. Какое-то осмысление еще будет. Осмысление, переосмысление. Либо гора с плеч. Вот. Тащили на себе тяжесть. Тут пришло новолуние. Тут вам безумно повезло. И гора с плеч. Вот, конечно, поворотный день. Прям легкость какая-то идет. Удовольствие, радость, легкость. Ну, человек, который из 2 чаш будет пить, еще и с горкой, конечно, легкость будет. Клевер, новая луна. Может, это какое-то новое дело, либо новое начинание окажется невероятно успешным. Там, закроет, решит все ваши проблемы, и поэтому легкость придет. Так, еще какое-то уникальное знакомство показано, только я не могу понять, с кем. Вы можете познакомиться как с мужчиной, так и с женщиной. Уникальность этого знакомства, она в вашем будущем. То есть знакомитесь сейчас, а выигрыш, бенефиты, польза, результат у вас в будущем будет проигрываться. Причем чем дальше, тем больше. То есть, скорее всего, пока вы только лишь познакомитесь, особого взаимодействия между вами не будет, поэтому и результатов особых не будет. Да? А чем больше вы общаетесь, чем больше встречаетесь, чем больше там что-то вместе делаете, тем больше бонусов получаете. И если честно, вот как я вижу, да, через месяц, несколько месяцев, вы это знакомство в прямом смысле слова назовете выигрышем в лотерею, так и скажете: я сорвал, либо я сорвала джекпот. Вот настолько крутое знакомство, вот настолько для вас оно благом обернется. Но опять же, либо женщина, либо с мужчиной. Про личное говорить не буду, потому что личного вообще ничего не показано. Хотя, может, и личное, да, познакомитесь, просто пока там друг другу понравитесь, пока к друг другу присмотритесь, у вас что-то лебедь вышел, да, окажется, что выиграла эту жизнь, потому что встретила настоящего мужчину, либо встретила настоящую женщину. Почему бы и нет? И такое может быть запросто.
Мои дорогие, месяц, конечно, удивительный, разительный и такой, знаете, весь переменчивый. Будет и чему порадоваться, и будет над чем подумать, и будет чем заняться, и даже отдохнуть сможете. Мне очень понравилась ваша отсыпка. Желаю всем счастья, добра и благости. Спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.